Вы смотрите новости на телеканале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко и коротко о главных событиях этого выпуска. Продолжается массовая вакцинация якутян от COVID-19. Первая партия вакцины в Ленске разошлась за первую неделю. В Якутске торжественно открыли мемориальную доску в честь памяти заслуженного работника народного хозяйства республики Нюрбуна Тимофеева. Золотые и серебряные медали в зачете юных якутян на первенстве Дальнего Востока в Петропавловске-Камчатском по биатлону. Меры по ограничению распространения COVID-19 необходимо соблюдать до формирования у населения коллективного иммунитета. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Вплоть до формирования коллективного иммунитета, а это необходимость привить 68 миллионов 600 тысяч человек, без учета граждан, которые переболели, и без учета детей в возрасте до 18 лет, объяснила вице-премьер. Она также отметила, что по предварительным данным Росстата смертность в России в прошлом году выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом. По словам Голиковой, доля избыточной смертности с диагнозом коронавирус составляет 31%. Тем временем за минувшие сутки в республике выявили 80 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает региональный оперштаб. Так, в Якутске зафиксировали 32 новых случая, в Мирнинском районе 16, в Тампонском районе 8, в Нерюнгринском 6 новых случаев коронавируса. 5 новых случаев выявили в Алданском районе, 3 в Нижнеколымском. По 2 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Намском, Среднеколымском и Хангаласском районах. За сутки лабораториями республики проведено 612 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 935 630 тестов. Вакцину от коронавируса получили более 26 тысяч жителей республики. На 9 февраля прививку против COVID-19 получили 26 298 человек, в том числе за сутки 75 человек, говорится в сообщении регионального оперштаба. Вакцинация на сегодняшний день проводится во всех районах республики. В ближайшее время ожидается поставка дополнительной партии вакцины в количестве 15 тысяч доз. В Ленске первая партия вакцины «Спутник Ви» закончилась за неделю. 600 доз распределили между медиками, педагогами и работниками социальных учреждений. Часть вакцины Центральная районная больница передала в Ленское отделение медцентра. Ею прививались работники «Алроса» и ее дочерних предприятий. Как прошел первый этап вакцинации, как чувствуют себя сотрудники после прививки, узнавала Олеся Васева. Здесь не торопятся и не торопят. Медики знают, излишняя осторожность не помешает. Поэтому пациенты перед вакцинацией детально знакомят с процессом, возможными побочными явлениями, отслеживают анамнез. Только после этого пациент заполняет согласие, осматривается врачом и идет на прививку. Андрей Каюков даже не раздумывал. Первый записался, здоровье прежде всего. Я парень такой немолодой, Сегодня первый день привился. Все отлично, великолепно. Вакцину для ленских работников «Алроса» выделила районная больница. Немного, пока 40 доз. Желающие поставить прививку нашлись сразу. Прививаем небольшими группами, потому что требует подготовки определенной, наблюдения, времени, наблюдения за человеком. Мы привили. Сегодня мы планируем завершить эти 40 доз 3 дня. И в дальнейшем при поступлении новой партии будем продолжать вакцинацию. Вакцина на этом этапе – вещь дефицитная. На весь Ленский район пока запланировано только 2850 доз. Попасть на прививку в числе первых – почти удача. Как и все пациенты, перед вакцинацией я заполнила согласие, прошла осмотр терапевта, никаких противопоказаний перед вакцинацией у меня не выявили. Сейчас я получу первую дозу вакцины «Спутник Ви». К слову, уколов я не боюсь. В первой партии вакцины для ленчан поступило 1200 доз. Она рассчитана на 600 человек с учетом ревакцинации. Часть ушла в крупные поселки Витим и Пеледуй, немного отдали алмазникам. Большая часть осталась в Ленской больнице. Ее ставят медикам, учителям, работникам социальных организаций и инженерных служб. Партия закончилась очень быстро. Пришла только часть вакцины, поэтому, конечно, в первую очередь вакцинируем тех, кто на переднем плане борьбы с ковидом.
сотрудники инфекционного отделения, сотрудники отделений, где могут выявиться больные, сотрудники с приемов. Ну, то есть все, кто в первую очередь может встретиться с больными. А так мы, конечно же, ведем запись. Записаться на вакцинацию в Ленске можно по телефонам 397 70 397 73. Медики ожидают вторую партию вакцины. А пока с 20 февраля они начнут ставить второй компонент тем, кто 21 день назад поставил первую прививку от коронавируса. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Превышение уровня снегозапасов наблюдается на малых реках республики, что может привести к весеннему половодью. В этом году на малых реках наблюдается повышение уровня снегозапасов, что может привести к наводнениям. Показателей толщины льда в этом году больше нормы на отдельных участках рек Лена, Алдан, Колыма на 10-40 сантиметров, что, возможно, повлияет на образование заторов, говорится в сообщении Госкомитета по ОБЖ. Отмечается, что в Якутии началась подготовка к безопасному прохождению паводковых вод. Готовность систем оповещения составляет 87%. На противопаводковые мероприятия планируется привести в готовность и привлечь порядка 16 тысяч человек, более 2000 единиц техники, 11 воздушных судов, 8 беспилотных авиационных систем. В Якутске торжественно открыли мемориальную доску в честь памяти заслуженного работника народного хозяйства республики, спикера парламента Якутии 3-го созыва Нюргуна Тимофеева. Мемориал находится на стене здания акционерной компании «Алроса». В церемонии присутствовали родные, соратники, ветераны парламента, общественность республики. Нюргун Тимофеев, один из ярких представителей якутской интеллигенции, стоял у истоков становления алмазогранильной промышленности республики. Его отличали профессионализм, большой опыт и широкие знания. Он был ярким руководителем, у него всегда были креативные идеи, и он всегда ходил на то, чтобы народ жил лучше, и в этом его огромная заслуга, и память о нем будет увековечена. Его имя присвоено Республиканской детской юношеской спортивной школе и именной алмаз имени Нюргуна Тимофеева. Поэтому мы помним нашего друга. Один из победителей акции «Своим» от Алмаз-Эргенбанка, итоги которой были объявлены на днях, сказал в момент вручения: «Я напророчил себе победу». Подробности в нашем видеоматериале. Система лояльности «Свои» от Республиканского Алмаз-Эргенбанка на текущий момент свыше 330 партнеров, ресторанов, кафе, доставок, торговых точек, расплачиваясь которых картами банка можно получить кэшбэк до 20%. По республике уже свыше 40 тысяч человек активно используют возможности системы, возвращая себе часть затрат с покупок, начиная от продуктов, заканчивая горюче-смазочными материалами. На днях в банке чествовали победителей акции «Своим», которая с успехом прошла в новогодние дни. Главный приз – автомобиль Kia Rio 2020 года достался покровчанину Антону Сидоркевичу. Когда на экране телефона увидел эти цифры восьмизначные, я даже их сначала не мог сравнить со своими, потому что у меня в глазах аж немножко поплыло. Я смотрю и несколько раз перепроверял эти 8 цифр, только потом поверил. Дмитрий Вакуленко, который выиграл еще один приз акции iPhone 12, признался, что напророчил себе победу. Ну, то, что кэшбэк начисляется, я случайно узнал из приложения АЭБ. Потом начал читать, что за программа «Свои». Ну и выстроил перед Новым годом систему покупок, чтобы именно в партнерах этой программы в основном приобретать необходимые мне товары. Руководство банка не скрывает того, что команде АЭП удалось создать систему лояльности, которая объединила предпринимателей, работающих в республике. Для наших партнеров предлагаем особенные условия и кредитования, и обслуживания. Мы со своими партнерами общаемся по-партнерски. Параллельно с Якутском торжественное награждение победителей акции прошло в нескольких районах республики. Напомним, розыгрыш призов Алмаз-Эргенбанк приурочил к своему 27-му дню рождения, а также к первой годовщине запуска системы лояльности «Свои».
Об итогах полевого сезона 2020 года рассказали сотрудники музея арктической археологии. Так, в прошлом году основные раскопки прошли в столице республики. Археологами получено более 3000 единиц различных артефактов, большинство которых до сих пор находится в обработке. Отмечу, что несмотря на интенсивную городскую застройку, в исторической части города сохранился культурный слой 17 и первой половины 18 веков. Еще одна задача археологов в ходе городских раскопок – уточнение исторической топографии столицы. Так, основные найденные находки прошлого сезона как раз-таки датированы 18 веком и в основном связаны с бытом горожан. Среди них нумизматическая коллекция, связанная с периодом Петра I, самодельная мебель. Кроме того, найдено пищальное ядро артиллерийцев, имеющее связь с первыми русскими землепроходцами на территории нашей столицы. Эти работы проводились в самом центре города, прямо напротив парламентского здания «Илтумен» по улице Ярославского. Это такой был небольшой пятачок, пустырь, которым всем известен, через него многие проходили, и никто не подозревал, что вот там вот под землей находится история на протяжении 4 веков. И вот в 2020 году мы провели эти работы. И вот получили достаточно много интересного. Пандемийный период, конечно, сильно нас подсократил. Не получилось провести полевые работы за пределами города. У нас имеется в виду арктическая территория, территория Западной Якутии. На 2021 год у нас тоже работы главным образом сконцентрированы в Центральной Якутии, мы планируем. И, конечно, мы все-таки должны провести работы в Арктике, в частности на Колыме. Сегодня Дом дружбы народов имени Алексея Кулаковского проводит открытый отчет своей деятельности за 2020 год. В этом году традиционный отчет Дома культуры проходит в новом формате творческого кластера «Территория Содружества». Сейчас там находится наш корреспондент Виктория Федорова. Она на прямой связи с нашей студией. Виктория, приветствую. Расскажи, как проходит мероприятие. Ваня, здравствуй. Да, отчет сегодня проходит не только в стенах Дома дружбы народов, но и на различных онлайн-площадках. Всего работают 5 секторов, и на каждом из которых подготовлена специальная программа. Я сейчас нахожусь в синем секторе. Этот цвет символизирует воздух и воду. И основная тематика посвящена культуре и быту малочисленных народов Севера. Здесь народные мастерицы проводят мастер-классы по шитью. Также буквально только что завершился показ одежды. Мастер-классы по горловому пению, завязыванию узлов оленеводов. Программа обширная, и секторов всего 5. Допустим, расскажу еще про красный сектор. Там сегодня весь день пройдет показ фильмов. Это документальные фильмы «Полет над Россией» и «Хранители времени», а также художественный фильм по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». Всех горожан приглашают посетить это мероприятие. Вход абсолютно свободный. За 2020 год. Год пандемийный, но тем не менее внес свои коррективы. И мы нисколько не отстали от выполнения наших планов государственного задания. Мы выполнили на 120%. И сегодня за 2020 год мы провели 236 проектов и мероприятий, и 20% которых прошла только в системе офлайн, остальные были в режиме онлайн. Мероприятие пройдет сегодня до вечера. От вас требуется хорошее настроение и средства индивидуальной защиты. У меня все. Иван. Виктория, благодарю тебя. Напомню, на прямой связи с нашей студией с отчета Дома дружбы народов имени Кулаковского была наш корреспондент Виктория Федорова. Якутский биатлонист Николай Максимов завоевал золотую медаль на первенстве Дальнего Востока в Петропавловске-Камчатском. Среди юношей 15-16 лет серебряным призером стал якутянин Александр Процук. Среди девушек из сборной Якутии серебро в индивидуальной гонке завоевала Регина Петрова. Дальневосточное первенство по биатлону стартовало 8 февраля в Петропавловске-Камчатском. Его участниками стали спортсмены из 6 регионов в возрасте от 15 до 16 лет. В программе гонка на 7,5, 10 и 12,5 километров, спринт на 4, 5, 6 и 7,5 километров, а также смешанная эстафета.
К этому часу пока все новости. За развитием событий мы расскажем в следующих выпусках. Берегите себя, не забывайте носить маски, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать руки. До встречи в эфире.